Это программа «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия-24». По последним данным, за сутки в республике зарегистрировано 176 новых случаев коронавируса. О состоянии дел в борьбе с инфекцией мы сейчас поговорим с вице-премьером республики Ольгой Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Ольга Валерьевна, мы каждый день с трепетом ждем и слушаем, что говорит нам оперативный штаб, какие озвучивает цифры и данные. Расскажите, пожалуйста, о работе оперштаба, какие функции выполняет оперативный штаб, кто входит в его состав, как принимаются важные решения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я бы хотела обратить внимание, что режим повышенной готовности, в который у нас сегодня проживает республика, он регулируется очень жестко федеральным законом о чрезвычайной ситуации. Данный федеральный закон позволяет органам государственной власти республики принимать ряд решений, которые устанавливают правила поведения в пределах двух вариантов решения вопроса. Либо повышенной готовности, либо чрезвычайной ситуации. В марте месяце 2020 года в связи с пандемией коронавируса главой Республики Саха-Якутия был объявлен на территории республики режим повышенной готовности. Для разрешения этих вопросов тут же в марте месяце был создан оперативный штаб, который руководит этим оперативным штабом глава Республики Саха-Якутия, который состоит из ответственных членов правительства, из представителей федеральных структур, а также из представителей общественных организаций. А также, есть в нашем оперативном штабе и представители Общероссийского народного фронта. Говоря о работе оперативного штаба, необходимо сказать, что базовой задачей оперативного штаба является задача по распространению и недопущению коронавирусной инфекции путем разрешения таких вопросов, как создание нормативной базы, регулирующей ограничительные вопросы и ограничительный порядок на территории для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Так, за весь период оперативным штабом было подготовлено главой республики согласовано порядка 70 нормативно-правовых актов высшего должностного лица Республики Саха-Якутия. Кроме того, по каждому министерству и ведомству в связи с тем, что режим повышенной готовности распространялся и распространяется до сих пор на каждую отрасль, на каждую часть нашей жизни, устанавливаются своего рода регламенты. Регламенты, которые определяют порядок действий. Какие два базовых регламента для нас были важны при режиме повышенной готовности? Это регламент, прежде всего, работы первый, который был принят. Это работа непосредственно наших образовательных учреждений, тогда, когда в марте, в апреле месяце все образовательные учреждения ушли на дистанционное образование. Это регламент работы в условиях повышенной готовности наших детских дошкольных образовательных учреждений. Было принято решение о том, что создаются дежурные группы в детских садах для тех работников, которые будут находиться постоянно находиться на рабочих местах. Тогда к этой категории граждан на начале пандемии относились медицинские работники, социальные работники, затем к ним присоединились полицейские. И регламент взаимодействия с нашими недропользователями в данном вопросе после ситуации на Чингизском месторождении. Республика была пионером в регулировании вопросов взаимоотношений с недропользователями. И для нас важным был регламент работы сельского хозяйства в условиях непосредственно коронавирусной инфекции. Мы отслеживаем вместе с министром сельского хозяйства практически ситуацию в зависимости от того, насколько она развивается в каждом населенном пункте. Если, например, в населенном пункте объявляется карантин, либо же, кто-то из работников сельского хозяйства из селян, является вирусоносителем, то отслеживаются непосредственно ограничительные мероприятия, связанные с тем, чтобы его продукция на период карантина не представляла в том числе опасности для последующей реализации. Вот это базовая задача оперативного штаба, это создание той основы, нормативно-правовой основы для деятельности непосредственно
самой республики в условиях и всех органов власти граждан в условиях повышенной готовности. Соответственно, оперативный штаб, условно говоря, у нас состоит из двух частей. Собирается суженный оперативный штаб, на котором глава республики на начале эпидемии собирали мы оперативный штаб 2 дня, 2 раза в сутки, 1 раз в сутки. Летом у нас в основном он уходил на заседание 1 раз в 3 дня, и вновь мы вернулись к режиму, когда глава республики заслушивает нас всех по текущей ситуации 3 раза в неделю. Это основной суженный оперативный состав. Но есть состав штаба, который уже непосредственно, в котором объединены все министерства и ведомства, которые я собираю практически каждый день, для того, чтобы разрешить все вопросы практически жизни и деятельности на территории республики, которые возникают в связи с коронавирусом. Возникали вопросы за этот период как оперативного характера, например, как обеспечить масками, либо как разрешить ситуацию, связанную у нас, когда объявляем карантин, когда ставим хлеб, и заканчивая стратегическими задачами, как обозначить позицию далее. Вот такова работа оперштаба. Она ежедневная, постоянная, достаточно рутинная. Это регулирование вопросов жизни якутян и организация жизни якутян в условиях коронавирусной инфекции. Спасибо. Ольга Валерьевна, давайте поговорим теперь о принимаемых мерах и решениях. Как известно, основной способ передачи вируса – это непосредственный контакт с больным человеком. Как правило, заражение происходит на рабочих местах. Много ли предприятий сейчас перевело на удаленный режим своих работников и какой эффект от этой меры ожидается? Основной задачей непосредственно, которая сегодня стоит при предотвращения коронавирусной инфекции, это является разрыв социальных контактов. Чем меньше мы с вами будем иметь социальных контактов, тем, соответственно, вирус будет иметь меньшую возможность передаваться от одного человека к человеку. С самого начала эпидемии мы говорили о необходимости прерывать распространение вируса как такового. К сожалению, мы получаем сегодня в связи с тем, что ряд учреждений и организаций практически в полном составе после летних каникул вышли на свои рабочие места, то мы получили, по большому счету, достаточно большой всплеск корпоративных очаговых заражений. Данные Роспотребнадзора это очень четко подтвердили. И, соответственно, в связи с этим было принято решение о регламентации, прежде всего на уровне республики, о новых правилах социального поведения в наших организациях и учреждениях. Это прежде всего отказ от массовых мероприятий, это отказ от мероприятий проведения очного заседания, совещаний в тех учреждениях, где это необходимо. Это ограничение чаепития между сотрудниками как одного из мест распространения. И так как непосредственно мы понимаем, что сегодня для нас очень важно выдержать этап, который связан не только с распространением коронавируса, но и этап, связанный с распространением гриппа и ОРВИ сезонный. Александром Сергеевичем Николаевым, главой Республики Саха-Якутия, было принято решение на оперативном штабе о выходе на удаленный режим работы учреждений и организаций до 50% состава. А сегодня и в ближайшее время будет подписан указ, по которому полномочия по контролю будут переданы Министерству труда Республики Саха-Якутия. Я думаю, что к понедельнику мы уже будем иметь соответствующие результаты работы комиссии Министерства труда. Сегодня на оперативном штабе министр труда Волкова Елена Александровна доложила о готовности Министерства труда для того, чтобы начинать проверки и отработку, сколько, непосредственно с учреждений и организаций перешли на удаленку в виде 50%. Удаленный режим работы на момент марта месяца и весеннего периода он не был настолько в правом смысле урегулирован. На настоящий момент для граждан, которые переходят на удаленный режим работы, в полном объеме защищены Трудовым кодексом Российской Федерации. Спасибо. Давайте поговорим теперь об эпидемиологических требованиях, которые предъявлены множестве торговых организаций, торговых центрах, предприятиях, организациях. Как за этим идет наблюдение, какие штрафы предусмотрены за нарушения и есть ли такие нарушения, фиксируются ли они уже сейчас?
Говоря о непосредственно тех требованиях, которые предъявлены к объектам торговли, я бы хотела начать совершенно говорить не о них. Я бы хотела начать говорить о лицах старшего поколения, о лицах с хроническими заболеваниями, которые непосредственно находятся на настоящий момент дома. Большинство людей, которым старше 65 лет и 70, являются людьми советской закалки. И я благодарна за то, что они соблюдают наши требования, находятся дома. Но мы понимаем прекрасно, что долго в такой изоляции держать их практически невозможно. Поэтому мы сегодня ставим перед собой две задачи. Первая задача – это обеспечить прежде всего для них, и именно для них, возможность в том числе безопасного санитарно-эпидемиологического состояния наших мест общественного пользования, таких, к которым мы в том числе относим и торговые точки. Ведь в зависимости от того, как непосредственно наши коммерческие организации, которые являются владельцами торговых организаций, содержат и непосредственно правила санитарные соблюдают, в зависимости от этого и зависит и возможность, в том числе и гражданам, безопасно посещать эти торговые точки. На настоящий момент с марта месяца всеми оперативными штабами, городскими, Министерством предпринимательства хочу отдельно сегодня поблагодарить состав Министерства предпринимательства Республики Саха-Якутия, который находится не только на непосредственно вот таком определенном передовом и является передовым эшелоном по проверкам, но это еще и тот состав министерства во главе с министром, который идет на диалог с предпринимателями, на диалог с торговыми организациями. И это позволяет нам выработать правильные решения, согласованные. И поэтому сегодня вот эти вот проверки, их у нас по республике прошло порядка 4500. Через разного рода комиссии, суды, у нас привлечено к административной ответственности порядка 3000 уже сегодня предпринимателей за нарушение масочного режима, за нарушение режима санитарного, нарушение санитарных норм. Безусловно, мы понимаем, что не только торговые организации эти правила и нормы должны соблюдать. Должны их соблюдать все, в том числе и все наши органы государственной власти, органы местного самоуправления, все наши учреждения, в которых у нас находятся люди, в которых люди ходят. Поэтому повышенные требования сегодня предъявлены в том числе и к руководителям этих организаций. В июне месяце состоялась комиссия по социально-трудовым отношениям в Республике Саха-Якутия, на которых предприниматели, то есть представители бизнеса, представители профсоюзов и правительства договорились о том, что обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и отвечать за санитарное благополучие возложено на самих, безусловно, работодателей. Спасибо, Ольга Валерьевна. У нас буквально меньше 2 минут до конца эфира. И позвольте затронем еще одну важную тему. Это вопрос нехватки лекарств и их дороговизна. Об этом часто пишут зрители в социальных сетях в том числе. Известно ли вам об этой проблеме? Что делается, чтобы решить этот вопрос? Нам не просто известна эта проблема. Над этой проблемой мы работаем с самого начала. Есть соответствующий орган государственной власти, федеральный, Росздравнадзор, руководитель которого находится у нас членом оперативного штаба Республики Саха-Якутия. Главой республики принято решение о том, что на брифинг по ценам и по наличию лекарственных средств и препаратов в наших аптеках руководитель Росздравнадзора будет выходить теперь еженедельно для того, чтобы разрешать эти ситуации. Принято также решение реагировать на каждое обращение в социальных сетях, но для этого, и на прошлой неделе был прямой эфир руководителя Росздравнадзора Иннокентьева Евгения Николаевича, который объяснил как порядок ценообразования, так и ситуацию, которая сложилась в целом по стране с непосредственно лекарством, которые у нас должны находиться в аптеках. Мы же для себя ставим две задачи. У нас эта задача по обеспечению лекарствами из 2 частей состоит. И первая часть – это прежде всего обеспечение наших больниц. Сегодня запасы во всех больницах есть до 2 месяцев. Отработана схема с Министерством транспорта республики по доставке лекарств в отдаленные населенные пункты. Там, где есть какие-то проблемы, главы населенных пунктов выходят на меня напрямую, так как я нахожусь с ними на связи, доступной в виде WhatsApp-группы.
Поэтому, значит, вторая проблема, которую решаем, это наличие лекарственных средств в аптеках и, соответственно, их цена. По той информации, которую дал руководитель Росздравнадзора по Республике Саха-Якутия, как лицо, ответственное за контроль за наличием лекарственных средств, превышение цены на лекарственные препараты в Республике Саха-Якутия зафиксировано не было. Тем не менее, мы видим непосредственно вот эти вот, значит, обращения граждан, и еще раз дальше будем продолжать ситуацию, что в том случае, когда гражданину требуется амбулаторное лечение, то определенной категории граждан, прежде всего той, которая находится, значит, у нас в социально незащищенном положении, будет продолжать оказываться бесплатное амбулаторное лечение. Ольга Валерьевна, позвольте поблагодарить вас за подробные, детальные ответы на вопросы. Удачи вам в вашей непростой работе. Удачи нам с вами всем. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гость программы – заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. До встречи.